Продолжаем «Крымский вечер». В Крыму 20 января отмечают 30-ю годовщину референдума по воссозданию крымской автономии. Как уже упомянула моя коллега, до аннексии полуострова эта дата отмечалась как День автономной республики Крым, но после начала аннексии стала Днем Республики Крым. На основании результатов референдума Верховная Рада Украины приняла соответствующий закон, по которому Крым стал автономной республикой в составе Украины. В нашем эфире сегодня мы поговорим о том, почему дату 20 января чтят подконтрольные России чиновники Крыма, что произошло, собственно, в этот день 30 лет назад, в каких исторических условиях, и почему против референдума выступили крымские татары. В студии Елена Римовская. Добрый вечер. Тема дня. Итак, 30 лет назад, 20 января 1991 года, в Крыму прошел референдум, и тогда на всеобщее голосование был вынесен вопрос. Звучал он следующим образом. Вы за воссоздание Крымской АССР как субъекта Союза Советских Социалистических Республик и участника союзного договора? 93,26% пришедших на участки тогда проголосовали за преобразование Крымской области в автономную республику. Стоит отметить, и к этому мы еще вернемся, что большинство крымских татар бойкотировали референдум и выступали в целом против, учитывая тот факт, что на тот момент как раз крымские татары только возвращались на свою историческую родину. До аннексии полуострова дата 20 января отмечалась как День автономной республики Крым. После аннексии Крыма этот день объявлен Днем Республики Крым. Российские власти Крыма позиционируют этот день как праздник. Почему? Вывод можно сделать из тех заявлений, которые были сделаны сегодня на протяжении дня. Приведем два примера, и мне кажется, что логика, почему они так его позиционируют, будет понятна. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов по случаю этой даты, 20 января, вот что он сказал. Далее будет цитата, сразу предупреждаю. Более 93% участников референдума проголосовали за восстановление автономного статуса Крыма в составе обновленного союза. Фактически, считает Сергей Аксенов, это было голосование за Россию, за сохранение, цитирую, нашей республики в орбите русского мира и против курса идейных наследников Мазепы и Бандеры. Опять-таки, это цитата Сергея Аксенова. Победа Крымской весны, по его словам, завершила путь на родину, который был начат в январе 1991 года. Конец цитаты. Это был фрагмент заявления Сергея Аксенова 20 января 2021 года в 30-ю годовщину референдума. Спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов сказал следующее. Он тоже в своем заявлении упомянул о том, что референдум 91 года в какой-то степени был шагом к так называемому референдуму в 2014 году. И что он еще сказал? Референдум, цитирую, стал нашим ответом на вызовы нарастающего политического кризиса, в который стремительно погружался Советский Союз. Стремление сохранять государственное единство, противостоять поднимающему голову национализму и процессам суверенизации стало фундаментом принятия политически выверенного решения о проведении первого в СССР народного волеизъявления. Конец цитаты. Напомню, это был фрагмент заявления Владимира Константинова по случаю 30-й годовщины референдума 91 года. Вот как раз в нашем эфире сегодня мы и поговорим об историческом контексте референдума 91 года в Крыму, в каких условиях он проводился и к чему привел. Сразу вопрос к нашим слушателям и зрителям. Как вы воспринимаете эту дату? С какими воспоминаниями она связана, если вы застали события 20 января 1991 года? Напоминаю, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, у нас есть трансляция на YouTube-канале Крым Реалии. Заходите, там есть возможность оставлять свои комментарии под трансляцией. Если они будут по теме, будем обязательно их цитировать. Одним из главных инициаторов и организаторов референдума в Крыму 20 января 1991 года был Леонид Грач. Это, можно сказать, такой известный коммунистический деятель. 12 ноября 1990 года он выступил на сессии Крымского областного совета с идеей провести такое голосование. Ему оппонировал тогдашний председатель Верховного Совета Украинской
СССР, член Политбюро ЦК Компартии Украины Леонид Кравчук, который специально прибыл на полуостров. У Леонида Грача, у него есть свой веб-сайт, и там, в принципе, много материалов посвящено событиям того периода, и можно ознакомиться, в частности, с воспоминаниями об этом заседании Крымского областного совета и непосредственно о самом референдуме. И он пишет о том, что перед Крымом на тот момент, по его словам, стояло остро два момента. Первый — это возвращение крымских татар из мест депортации. Грач выступал, исходя из того, что он описал в своих мемуарах, против того, чтобы коренной народ Крыма определял будущее полуострова. И, как он там написал, узурпировал в какой-то степени власть. И второй момент — это демократическое движение в советской еще на тот момент Украине, которое Грач окрестил национализмом. И что еще в своих мемуарах описывал Грач? Он сказал, что, цитирую, «автономный статус Крыма в составе Украины играл роль своеобразного якоря, удерживавшего Украину у берегов России». Конец цитаты. Перед эфиром радио Крым Реалии пообщались с Леонидом Грачом. Это бывший председатель Верховной Рады Крыма, напомню, лидер крымского отделения партии «Коммунисты России» сейчас. А тогда, в 1991 году, второй секретарь крымского обкома Компартии Украины. И вопрос, который мы задали ему, звучал следующим образом. В чем была цель этого референдума 20 января 1991 года? Леонид Грач сказал нам, что референдум стал результатом целого комплекса факторов, и он отрицает, что целью этого референдума было не допустить создания, например, крымско-татарской национальной автономии. Все было брошено. Сама проблема местонахождения Крыма была брошена со стороны Москвы, да и со стороны Киева официально было брошено на произвол судьбы. Другое дело, что выставлялись встречные проблемы. Проблема в том числе и депортации крымских татар. Не было тех единых целей, которые могли дать возможность каким-то образом в спокойное русло вести крымскую всю политическую ситуацию. Прошедший референдум того времени дал возможность все-таки сохранить в Крыму мир, покой, не развязали никакие войны междоусобные. Я до сегодняшнего момента абсолютно уверен, утверждаю, что другого выхода, как спасение мира и покоя в Крыму, в то время не было и быть не могло. Это версия Леонида Грача. Напомню, мы пообщались с ним перед эфиром радио Крым Реалии. Он отметил также, что, по его мнению, нынешние крымские власти, цитирую, вычеркивают из истории всех тех, кто имел отношение к этому референдуму, в частности, и его самого. В разговоре с радио Крым Реалии Леонид Грач также упомянул о том, что первый президент Украины, но на тот момент, руководитель, член Политбюро, ЦК Компартии Украины Леонид Кравчук отговаривал крымское руководство от проведения этого референдума. Леонид Макарович Кравчук, он включился в эту проблему тогда, когда считал, что он ее сам решит с помощью руководства того времени крымского, в данном случае Николая Багрова, вызвал его к себе как председатель Верховного Совета Украины, УССР тогда еще. И, естественно, он полагал, что все то, что можно сделать, он сам сделает. Пошло все не так, как он хотел. Все боялись гласности. И я пошел вопреки всему и всем и дал возможность, чтобы была во время сессии областного совета крымская гласность. В опубликованных Леонидом Грачом воспоминаниях о том периоде упоминается о том, что он активно использовал свои возможности как коммунистический партийный деятель в плане использования местного телевидения, радио для того, чтобы вынести вот эту тему проведения референдума на всеобщее обозрение, потому что он считал, что таким образом удастся заручиться поддержкой местного населения. Мы спросили у Леонида Грача также о том, как связаны события 1991 года и 2014 года в Крыму. Вот как он оценивает одну из позиций, которая часто звучит в контексте обсуждения событий того периода, что референдум фактически заложил такую бомбу замедленного действия, которая сработала во время захвата Крыма России в 2014 году.
нужно вообще исходить из того, что были накоплены исторические проблемы в Крыму, вокруг Крыма, и были допущены те ошибки руководством сталинского периода, это депортация как минимум 4 народов, живущих в Крыму, и сегодняшнего дня живущие, и сказать вот так напрямую, что это бомба замедленное действие, я бы не стал. Нужно было смотреть всем, какие решения принимать. Я ж не просто мое выступление на сессии Крымского областного совета, я там сказал, что Крым должен удержать Украину как якорь у берегов России. Все должны понимать, другого варианта, как Крым, Россия и, естественно, Украина, не было и не будет. Напомню, что это Леонид Грач, бывший председатель Верховной Рады Крыма, лидер крымского отделения партии «Коммунисты России». Сейчас, еще один вопрос, который мы ему задали. Как он оценивает тот факт, что сейчас под контролем России Крым не имеет автономного статуса, который был у него до 2014 года? Я думаю, что это неправильно со стороны, в том числе и России, российское руководство. Крым должен иметь особый статус, он автономен и не просто вот как для галочки республикой назван и на этом точка. Крым должен иметь особый статус, он, скажем, взять пример Чечни, второе государство в составе России. А мы, собственно говоря, прислуживающие, пробегающие, когда-то все-таки встанет вопрос о том, что Крым нуждается в профессиональном, глубоком осмыслении, и что Крым должен иметь отношения со всеми достаточно равные. Это был Леонид Грач, который называет себя одним из главных инициаторов референдума 20 января 1991 года в Крыму. И поскольку Леонид Грач упомянул о Леониде Кравчуке, давайте послушаем, что сам Кравчук рассказывал о референдуме 91 года в Криму в интерв'ю «Крим-Реалії» в 2016. Це була область. Вони вирішили, спираючись на історію, на те, відновити або поновити, або створити, я навіть не знаю, як вони говорили тоді, автономну республіку. І проголосували за це. Ми розуміли, що це не є легітимно. Але виходячи з ситуації, яка складалася, щоб не було загострення і щоб не було конфлікту, ми вирішили діяти толерантно, ставлячись з повагою до кримського народу, як так можна було тоді сказати, до кримчан, краще сказати. І ми не хотіли робити кроки, які могли б розвинути сепаратистський настрій. Напоминаю, что говорим сегодня о 30-й годовщине с момента проведения крымского референдума 20 января 1991 года. У наших слушателей есть возможность присоединяться к нашему прямому эфиру или по телефону, или заходите на YouTube-канал «Крым-Реалии». Там есть возможность оставлять свои комментарии под трансляцией. И я вернусь к тому, о чем я уже упомянула, но теперь поговорим об этом подробнее, что этот референдум 20 января 1991 года не поддержали украинские демократические политические движения, вот в частности РУХ. И самое главное, его не поддержали крымские татары, которые как раз возвращались в Крым из мест депортации. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров по случаю годовщины референдума написал в своем фейсбуке о событиях 20 января 1991 года следующим образом. Процитирую буквально фрагмент. На территории Украины за несколько месяцев до провозглашения независимости создали крымскую автономию, которой законодательно устанавливалась монополия российского этнического большинства при абсолютном подавлении прав крымско-татарского народа и этнических украинцев. Конец цитаты. Рифат Чубаров с нами на прямой телефонной связи. Рифат ага, добрый вечер. Добрый вечер. Я бы попросила вас изложить свое видение событий 91 года, потому что я так понимаю, что у крымско-татарского народа было совершенно иное восприятие, отличающееся от того, о чем сказал Леонид Грач, и от того, о чем сказал Леонид Кравчук. Ну, смотрите, очень схематично. Крымская, в том произношении автономная Советская Социалистическая Республика, дальше я буду говорить Крымская автономия, она была создана
в октябре 1921 года и была ликвидирована 30 июня 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР. А в законе, которым потом был этот указ утвержден, говорилось о том, в преамбуле этого закона, в качестве причины ликвидации крымской автономии, закон, о котором я буду сейчас цитировать, он касался чечено-ингушской автономии и крымской автономии. И вот там говорилось о том, я цитирую: много чеченцев и крымских татар вступали в организованные немцами добровольческие отряды и вместе с немецкими войсками вели вооруженную борьбу против частей Красной Армии. И много там другие инсинуации, и потом говорилось то, что их за это выселили со своих территорий. Таким образом, причиной ликвидации в 1945 году Крымской ССР это было изгнание его коренного народа. Крым стал областью. Теперь я сразу перехожу через десятилетия, а эти были десятилетия отчаянной борьбы крымско-татарского народа за возвращение на свою родину. И вот эта ненасильственная борьба, очень мужественная, самоотверженная, сотни людей были кинуты в советские тюрьмы, концлагеря. Эта борьба, она была, исходила из двух взаимосвязанных целей: возвращение и восстановление. То есть возвращение на свою родину в Крым и восстановление крымской автономии. Одним из таких пиков уже на этапе перестройки крымско-татарского национального движения были демонстрации 1987 года в Москве на Красной площади. Тогда Москва отреагировала на эти требования тем, что Крым нецелесообразно переселять крымских татар, там нет просто места, там живут другие люди. И автономия, она нет необходимости, потому что статус области обеспечивает развитие Крыма как территории. Прошло буквально 1,5 года, и вдруг откуда-то появилась не просто идея крымской автономии. С этой идеей восстановления крымской автономии крымские татары, я еще раз повторяю, более 40 лет боролись, они шли с этой идеей на борьбу с тоталитарным режимом. А здесь вдруг Симферополь заговорил о автономии, и не просто об автономии, но через референдум. А что случилось за эти 1,5 года? Ведь в 1987 году Москва говорила нет. Нет ни возвращению, нет ни автономии. А изменилось очень многое. В 1989 году в ноябре была принята декларация о признании незаконными и преступными актов о насильственных выселениях народов, в том числе и крымских татар. К этому времени, возмущенные вот такой позицией Москвы, крымские татары уже де-факто возвращались в Крым. То есть вот этот железный занавес, бетонный забор был сломлен под натиском крымских татар, и они начали массово возвращаться в Крым де-факто, не спрашивая разрешения ни Москвы, ни Симферополя. И уже было неминуемо то, что они все возвратятся. Надо было не дать возможности, надо было создать препятствия, чтобы крымские татары не достигли второй своей цели, а именно восстановление национально-территориальной автономии как форму собственного самоопределения. Вторая причина, второй фактор. Тогда в Украине нарастали центробежные силы, усиливались национально-демократические силы, и уже многие видели, а это особенно видели аналитики КГБ, они видели, что Украина идет к провозглашению своей независимости. Надо было сделать какой-то, знаете, такой, извините меня за выражение, вбить какой-то костыль, такой, привязать Украину как территорию к Москве, чтобы обеспечивать дальнейший контроль. Ведь это делалось не только по отношению к Украине, это делалось по отношению к Грузии, по отношению к Молдавии, по отношению к Кавказу, это конфликт вокруг Нагорного Карабаха, и теперь это сделали по отношению к Украине. Таким образом, инициатива о проведении референдума, это была исключительная инициатива Москвы. Но самое циничное, то, что делалось, я здесь чуть-чуть услышал рассуждение Грача, это то, что они попытались переместить и создать некий искусственный субъект самоопределения, крымский народ. И очень сожалею, что
президент Кравчук, президент того времени, он повторяет эти мифы. Нет такого субъекта самоопределения, как крымский народ. Получается, что колоссальные переселенцев, появившихся в Крыму после депортации крымских татар, поселившихся в их домах, мы решили судьбу Крыма. Действительно, Москва тогда заложила бомбу замедленного действия, которую она была готова запустить тогда, когда Украина будет выходить из-под контроля. И она эту бомбу взорвала в 2014 году. Мы должны сделать уроки из того, что было 30 лет назад. Для меня это никакой не юбилей. Это очень такое сомнительное событие, которому история еще даст свою оценку. А наши уроки должны состояться в том, что мы должны переформатировать крымскую автономию и основываясь на том, что источником крымской автономии есть неотъемлемое право его коренного народа, крымских татар, на самоопределение на своей территории в составе украинского государства. Вот на какие рассуждения, в общем-то, меня подвигает вот эти 30 лет с момента проведения под эгидой Москвы коммунистической партией так называемого крымского референдума 20 января 1991 года. Рифат Ага, вот я к слову скажу, что действительно Леонид Грач, он и не скрывает, что вот эта идея автономного статуса в том виде, в котором он был предложен на референдуме, что это была такая попытка удержать Украину в фарватере России. У меня к вам вот какой вопрос. Что он еще сказал? И я не знаю, цитировали ли мы это или это то, о чем я прочла в его мемуарах. Он сказал, что якобы такими действиями удалось предупредить гражданскую войну на территории Крыма. Вот как вы считаете, действительно ли это было возможным, если бы Крым пошел каким-то другим путем, а не вот проголосовав за вот такую автономию? Смотрите, буквально первые месяцы, а потом первый год массового возвращения крымских татар сразу изменил то настороженное отношение, ну не совсем изменил, но настороженное отношение людей, которые, в общем-то, боялись возвращения крымских татар, оно начало меняться, потому что с первых дней возвращения не было ни одного случая, ни одного факта того, чтобы кто-то пришел бы к своему дому, в котором живут чужие люди, и сказал бы: выходи, это мой дом. Крымские татары не просто вот говорили на словах, что они не обвиняют и никоим образом не могут считать виновными тех людей, которые живут в Крыму, поселились в Крыму после их депортации, а многие из них живут в их домах. Крымские татары всегда подчеркивали, что в этом виновато лишь государство, и при возвращении они на деле это демонстрировали, и, в принципе, люди успокоились, и разумеется, Леонид Грач здесь просто, ну, мягко говоря, лукавит, а если говорить серьезно, то он просто врет. Не было никаких предпосылок для того, чтобы без усилий третьей стороны, а этой третьей стороной могли быть компартийные органы, могли быть какие-то спецслужбы того государства СССР. Потому что на тех территориях, где возникали гражданские такие конфликты на национальной почве, там всегда потом выяснялось, что были приложены особые усилия специальных служб. Это было в Вильнюсе, это было в Риге, это было в Баку, это было в Тбилиси, это было в Тирасполе. Москва старалась судорожно удержать, в том числе кровью, убийством людей, распадающуюся российскую, советскую тогда империю. И в этом плане у Москвы была, я еще раз повторяю, две цели. Первая — создать препятствие на пути к восстановлению крымско-татарской автономии. И второе — попытаться Крымом удерживать Украину. Как только вот это удержание оказалось невозможным, и опять перехожу к 2014 году, то были опять же придуманы подобные как бы пояснения. Если в 1991 году для референдума Грач нашел пояснение, что мы хотели избежать гражданского конфликта, то такие, как Грач, да и Грач в том числе, в 2014 году нашли пояснение в том, что если не мы, то НАТО. И ворвались в Крым российскими вооруженными силами.
Поняла. Спасибо ваше мнение. Спасибо, что подключились к нам. Это был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, с нами на прямой телефонной связи. Я отмечу, что с Леонидом Грачем мы пообщались перед эфиром. У вас была возможность услышать его комментарий. Если у него будет желание как-то отреагировать на сказанное, то, пожалуйста, контакты редакции всегда в открытом доступе. Я напомню, что в эфире радио Крым Реалии сегодня мы отталкиваемся от того, что в Крыму 20 января, в этом году, в 2021, это 30-я годовщина референдума по воссозданию крымской автономии. До аннексии полуострова эта дата отмечалась как День автономной республики Крым. С 2014 года российские власти полуострова переименовали ее в День республики Крым и вот позиционируют это как праздник. Я вам уже цитировала те обращения, которые озвучили 20 января Сергей Аксенов, Владимир Константинов. Они напрямую связывают события 91 года с тем, что в конце концов произошло в Крыму в 2014 году. А я так кратко упомяну о том, что как раз-таки 20 января представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе Антон Кореневич написал в своем фейсбуке, что в истории Крыма есть много памятных и важных дат, и одна из таких дат — это не 20 января, как вы могли подумать, а 26 февраля, День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя. По словам Антона Кореневича, именно такие даты, как 26 февраля, день самого массового, масштабного проукраинского митинга перед зданием Верховного Совета Автономной Республики Крым. Именно такие даты создают украинский нарратив Крыма и являются важными для, цитирую, нашей исторической памяти. Сделаем небольшую паузу, продолжим. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Стоит упомянуть о том, что 12 февраля, вскоре после проведения референдума 20 января, 12 февраля 1991 года, на основании результатов этого референдума Верховная Рада Украины приняла закон о восстановлении крымской автономии, автономной Советской Социалистической Республики. Через 4 месяца были внесены соответствующие изменения в Конституцию Украинской ССР от 1978 года. Ну и напомню, что новый союзный договор, как известно, так и не был подписан, а Украина пошла путем независимости, Советский Союз распался, а Крым остался автономной республикой в составе Украины, и автономия не по национальному, а по территориальному признаку. К нам присоединяется в эфир Сергей Громенко, крымский историк, наш коллега. Сергей, приветствую тебя. Привет тебе и всем слушателям. Смотри, у нас тут есть такой комментарий под YouTube-трансляцией. Я уверена, что ты знаешь, о чем идет речь. Пишут о том, что Украина советская отказалась имплементировать результаты этого референдума, и никто за создание автономной республики Крым в Крыму на самом деле не голосовал. О чем идет речь? Потому что действительно можно услышать от некоторых крымских деятелей, что якобы их тогда в 91 году обманули. Ну, теперь, конечно, в 21 веке, когда мы знаем, чем все закончилось, легко рассуждать о том, обманули, не обманули, на что мы надеялись, на что не надеялись. Надо смотреть на события января 91 года, глазами января 91 года. И действительно, автономная республика Крым тогда не создавалась и не воссоздавалась. Тогда речь шла о воссоздании Крымской автономной Советской Социалистической Республики. И в этом смысле, конечно, действительно, крымчане голосовали за Крымскую ССР, которая была социалистическая по форме и русская этническая по содержанию. И, конечно, то, что она в конце 91 года оказалась не в составе Советского Союза,
которого уже больше не было, а в составе независимой Украины, для очень многих оказалось, неприятным шоком. Я не буду там делать вид, что этого всего не было. Были люди, которые мечтали о том, чтобы Советский Союз продолжал и дальше существовать. Но я только напомню, что нельзя забывать о том, что 1 декабря 1991 года 54% крымчан на референдуме поддержали независимость Украины. То есть каждый раз, когда мы говорим о том, крымчане там за автономию или за Украину, или против автономии, против Украины, мы должны понимать, что крымчане и за автономию, и за Украину. Просто каждый понимал это в меру там своих политических взглядов. Вот, к слову, Сергей, у меня как раз был к тебе вопрос об этом. Вот как это все так, как объяснить весь вот этот калейдоскоп событий, этот референдум. После референдума было голосование на всеукраинском референдуме, да, за независимость Украины. Потом были очень бурные события крымской жизни, да, в 92-95 году избрание президента Крыма, то есть это явно пророссийские были настроения на тот момент, да, уже если смотреть назад. Как это все сложилось в один такой период 90-х? Ты для себя как это объясняешь? Я для себя это объясняю понятием компромисса. Есть множество различных сил в начале 91 года, каждый из которых видит устроение Крыма по-своему. Есть общесоюзный центр в Москве, есть власть, опять же, коммунистическая власть в Киеве, есть своя коммунистическая власть в Симферополе, есть мощное возвращающееся там крымско-татарское движение. А есть еще огромное море людей в самом Крыму, которые ни черта не знают, чем это все закончится, но очень боятся, потому что к этому моменту уже происходят кровавые события в Средней Азии, уже на Кавказе вокруг Карабаха заворачивается пружина кровопролития, и никто в Крыму не знает, что делать. И пытаются найти выход из этой ситуации, чтобы как-то решить. И решили так, что есть четко победители. Победителем в этом компромиссе вокруг статуса Крыма оказались местные пророссийские, прокоммунистические элиты. И есть проигравшие это крымские татары, которым не восстановили автономию в том виде, в котором она была в 21 году, а сделали какой-то такой социалистический, абсолютно безнациональный суррогат. И вся история Украины 90-х – это история о том, как независимая страна пыталась разгрести развязать этот узел, который завязался в 91 году. Как сделать так, чтобы и не допустить там восстания на полуострове пророссийского большинства. Как сделать так, чтобы не дать России повода вмешаться вооруженным путем. А это, кстати говоря, до 94 года это была вполне реальная угроза со стороны России для Крыма. И надо было маневрировать. Это мы сейчас просто можем сказать. Надо было отменить автономию, разогнать всех там местных сепаратистов. До 94 года оставалась опасность российского вторжения. Российская Госдума принимала 2 специальных документа, которыми отменяла там договоры 1954 года о передаче Крыма, и объявляла Севастополь русским городом. Это все было. И это все огромная проблема, с которой Украина очень мягко, очень постепенно, очень долго развязывалась. И в конце концов, то к 98-99 году развязалась. То есть Украина в этом смысле тоже может считать себя победителем. Но ставку Украина все-таки сделала на эти позднесоветские, такие пророссийские элиты, которые имплементировались в украинское поле. А на крымских татар не сделали. Крымские татары постоянно пребывали вне этого политического поля. И эта проблема, на которую закрывали глаза в конце 90-х, она потом в 2014 году внезапно оказалась ключевой, когда на главных постах в Крыму находятся люди, симпатизирующие России, а противники России находятся в каком-то таком политическом маргинесе. Что ж теперь сделать? Теперь, после 2014 года, мы понимаем, что не так Украина решила эту проблему 91 года, как должна была решить.
Буквально один короткий вопрос, остается у нас 2 минутки. Тот факт, что нынешние подконтрольные России власти Крыма связывают события 91 года, да, то есть референдум, который был тогда, и так называемый референдум 2014 года, очевидна ли для тебя эта связь, или же она, несколько преувеличена? Ну, связь, конечно, есть, но на самом деле все их заявления делаются с крепким задним умом. Когда в 2014 году мы говорим о том, что вот Россия вторглась, и Россия воспользовалась там статусом Крыма, чтобы облегчить себе аннексию, то тогда россияне говорят: вот, смотрите, какие мы предусмотрительные, вот у нас, значит, с 91 года все было готово. Но на Донбассе-то не было никаких республик, России же это никак не помешало. Поэтому попытка после 2014 года выдать вот эту вот ситуацию 91-го за первый шаг от Крыма, от Украины к России, это передергивание, это вот реально, это просто передергивание исторических фактов и выдавание желаемого за действительное. На самом деле в 91 году никто не знал, чем все закончится, и до 2014 года мы все были уверены, что это наоборот первый шаг к Украине, а не к России. Позволю себе еще один вопрос, поскольку стало действительно интересно. И со стороны Леонида Грача, с которым мы общались перед эфиром, и можно так истолковать то, что сказал Леонид Кравчук, Крым Реалии в 2016 году. Это события 91 года, они подавались как что это был единственный выход, как тогда можно было действовать. По крайней мере, Леонид Грач говорит, что это был единственный вариант, как можно было действовать. Действительно ли это так? Теперь, после 2014 года, мы понимаем, что нет. Это был не единственный. Как минимум, можно было не спешить с восстановлением АССР в том виде, в котором она была воссоздана. Но даже это не так важно. Потому что напомню, что все-таки в январе 2020 года еще существует Советский Союз, а Украина не полностью там решает вопросы по Крыму. А вот в 1992 году можно уже было сделать, например, ставку на компромисс между вот этими прокоммунистическими поздними элитами и крымско-татарским движением. Например, можно было признать полномочия Меджлиса крымско-татарского народа, а не последовательно игнорировать его до самых поздних кучмовских времен. Можно было по-другому решить вопрос с дислокацией Черноморского флота. Совсем не так, как он был решен, потому что мы знаем, что вот этот самый Черноморский флот и его нахождение в Крыму, это, конечно, здорово облегчило России ее вторжение в 2014 году. Вот теперь, после 2014 года, мы понимаем, что вот так надо было сделать, всяк надо было сделать. А вот тогда, в 1991 году, я не буду преувеличивать там государственных возможностей, умы наших тогдашних правителей, говорить, что они все это могли предвидеть. Нет, наверное, они не могли предвидеть. Мы не будем впадать в заблуждение и думать, что они были умнее, чем на самом деле. Спасибо. Это был Сергей Громенко, крымский историк. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии сегодня мы отталкиваемся от того, что 20 января 1991 года в Крыму прошел референдум по воссозданию крымской автономии. Рассказываем о том, к чему эти события привели. К нам присоединяется в эфир бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Сразу к вам такой вопрос. Вы были свидетелем событий, 20 января 1991 года, и мы тут цитировали Леонида Грача, который позиционирует себя как инициатор того самого референдума, и он сказал, что вот этот автономный статус Крыма по итогам референдума играл роль, цитирую, своеобразного якоря, удержавшего Украину у берегов России. Действительно ли это было так, и как вы считаете, не сыграл ли статус Крыма в составе Украины злую шутку в 2014 году? Я так не считаю. Во-первых, я тогда был народным депутатом первого созыва и был мэром Красноперекопска. И непосредственно не наблюдал, а принимал участие и знал политическую ситуацию, знал обстановку, что происходило. Надо себе отдавать отчет, что Советский Союз тогда разваливался. Украина как государство еще, скажем так, декларация про суверенитет была принята, но общеукраинский референдум прошел только в декабре, и государства, по сути, еще не было. То есть, не Грач был инициатором этого, а Багров покойный,
который стал впоследствии первым председателем Верховного Совета, тоже был народным депутатом. И, ну, скажем, можно, знаете, там критиковать и говорить, что что-то было сделано не так, но объективно я считаю, что тогда это был как раз-таки шаг, который позволил Крыму удержаться в составе Украины. Надо было Украинская ССР, надо было понимать настроение, надо было понимать состояние общества. Я тогда был мэром города и помню, что у меня просто бензина не было, чтобы хлеб в магазины привезти. Я каждый литр бензина там делил, извините. То есть напряжение было тяжелейшее, да, были пророссийские настроения, но в какой-то степени этот референдум, ну, крымские татары могут сказать, что вот не воссоздали крымско-татарскую автономию и так далее. Но на самом деле, если объективно встать на, скажем, ситуацию, я был тогда во власти и в политике, то я считаю, что был сделан некий шаг, который как раз-таки поднял, ну, по сути, может, нет, но по форме поднял статус Крыма от области до республики, причем Украина поддержала. Вы знаете, что потом было решение Верховной Рады Украины о поддержке воссоздания, да, скажем, автономии, да. И это был такой посыл, что вот внешне вроде бы мы не область, а республика, которая была до 1945 года. И это сыграло определенную роль, были тяжелейшие переговоры в Киеве для того, чтобы Крым, наоборот, удержался в составе Украины. Сергей, не так много у нас времени, но есть такой вопрос, очень мне он интересен. Вот как вы считаете, почему после 2014 года, после начала аннексии Крыма России, Россия не наградила Крым автономным статусом? Ну, послушайте, те, кто говорят, что 90-й там, или 91-й или воссоздание послужило основанием для 2014 года, это полная ерунда. Ответьте мне тогда на вопрос, да, я был премьер-министром, начальником теробороны, почему мы Тузлу не отдали в 2003-м? Тоже была республика. И ситуация была на грани войны, если быть объективными. Я еще не все могу рассказывать. Но когда были в Тузле, да, там неважно какой статус, на Донбассе не было статуса, а что на Донбасс пришли, а что оттяпали Украины, Донецк, Луганск, без всякого статуса, в статусе областей. Да потому что доктрина такая у Российской империи. И а на Тузле, и почему в 2014 году зеленые человечки появились, без которых и не состоялся бы никакой референдум. Тут был пробный шар. И что было самое показательное для меня на Тузле, что попытки России Крымский остров длиной 4 километра присоединить к Российской Федерации не поддержала ни одна общественная организация ни Крыма, ни Севастополя. То есть никто, вот поднимите, да, никто не одобрил, крымчане, да, как республиканцы и севастопольцы с статусом, посягательство братства российского народа на Крымский остров. Понимаете? И поэтому Россия в том числе воспользовалась ситуацией после Майдана, что там одни уже сбежали, другие еще не встали с колен, и они поняли после Тузлы, что без силового блока Российской Федерации они Крым не заберут. Для меня ответ очевиден. Поняла ваше мнение, спасибо большое. Это был Сергей Куницын, бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым, очевидец и участник событий как раз-таки 20 января 1991 года. Напомню, что как раз-таки от крымского референдума мы отталкивались от событий 30-летней давности, обсуждали, что это было, как так получилось, к чему эти результаты привели, и была возможность у нас и у вас, наши дорогие слушатели, услышать разных участников, да, событий того периода. У вас была возможность услышать и мнение Леонида Грача, и мнение Рифата Чубарова, и мнение историка, да, взгляд историка на то, что происходило тогда и почему так получилось, что Крым вот с начала 90-х окунулся в такие очень активные, интенсивные
события очень разной на самом деле направленности. Мы говорили о том, что по итогам референдума 20 января 1991 года Верховная Рада Украины приняла закон о восстановлении Крымской автономной Советской Социалистической Республики. Потом, после распада Советского Союза, это стала автономная республика Крым в составе Украины. И при этом вскоре после вот такого голосования 1 декабря 1991 года на всеукраинском референдуме жители Крыма участвовали в голосовании о независимости Украины, и 54% крымчан поддержали акт за провозглашение независимости Украины. Все это важные события в истории Крыма. Мы помним о них и следим, конечно, за тем, что происходит сейчас. Спасибо всем нашим слушателям и гостям эфира. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.